Как построить карьеру политика? Благодаря кадровому проекту «Единая Россия» эта мечта осуществима. Политстартап – это возможность самореализации для самых активных и инициативных, для тех, кто горит желанием приносить региону конкретную измеримую пользу. Привнести на политическую арену свежие идеи – одна из главных задач проекта. Это уже вторая встреча активистов. На тренинге ребятам рассказывают, как вести агитационную кампанию, выступать на дебатах, общаться с избирателями, представлять партию в ходе борьбы за депутатские мандаты. Особый акцент на ораторское искусство. У нас с вами бывает слишком много мыслей. Также мы перекручиваем в голове миллион сценариев того, как это все может пройти. Я выйду на сцену, рухнет сцена. Я спотыкнусь, у меня порвется рубашка. Для того, чтобы вы могли себя привести в порядок, отдышаться, привести себя в порядок, успокоиться, и все нормализуется. То есть вы уже в расслабленном виде. Более 50 участников по региону. Они зарегистрировались и тем самым автоматически получили статус политтехнолог. Еще 3 кандидаты. Это значит, что активист уже сдал документы для предварительного голосования, процедуре, предшествующей выборам. Стандартная модель выборов, первая модель, мы ее так называем, первый принцип, это когда голосовать идут, все как стандартные выборы, мы все идем на избирательные участки, там будут бюллетени, мы голосуем за кандидатов, которые нас устраивают. Именно с кандидатов мы будем ставить там не одну галочку, там несколько галочек, вы выбираете кандидатов. Потом это будет рейтинговое голосование, и уже исходя из рейтинга будут выстраиваться списки, кто вошел в список, кто нет. По большей части это будет касаться всех сельских поселений. Там будут проходить у нас выборы именно по предварительному голосованию по 3-му принципу. Новичков обучают опытные наставники. Встречи проводятся в 2 форматах – он и офлайн. В первом случае предполагаются видеоуроки, во втором – такие очные встречи. Аза Нальгиева полна решимости на пути к своей цели. Для этого она готова приложить все усилия и опровергнуть мнение, что женщинам в политике не место. Я сегодня, будучи филологом, занимаюсь этим делом, могу и параллельно заниматься и политическими какими-то делами. И это сегодня есть шанс для любого молодого человека стать депутатом именно у себя в селе, будь это в селе, будь это в городе. Это есть шанс возвысить себя, найти для себя какие-то цели в этой жизни и достичь чего-то. Конечно же, пока озвучивать точных целей я не хочу, потому что целей и задач в голове у меня стоит много, но я думаю, что я их свершу, что я смогу достичь своих целей, и я хочу, чтобы меня поддержали все в этом. Все мои родные, все мои близкие. Я в этом уверена на все 100%. В прошлом году проект заработал в пилотном режиме в 24 регионах и привлек к участию более 1600 участников, что позволило обеспечить участие 37% молодых кандидатов в предварительном голосовании. В этом же политстартап охватил 36 регионов. В 27 субъектах проект реализуется в рамках предвыборных кампаний в представительные органы административных центров и законодательные собрания. Таких обучающих встреч пройдет еще несколько. Главные ингушские активисты уже заявляют о себе. У нас существовал так называемый рейтинг регионов, и когда у нас еще было 40 участников, мы занимали 6-е место по Российской Федерации. Надеюсь, сейчас мы войдем в 5-ку, так как и количество участников проекта растет, у нас появились кандидаты. Более того, мы имеем достаточно большой охват в социальных сетях, и я думаю, все больше людей будет к нам присоединяться, тем самым выводя Республику Ингушетия в лидеры. Возможность прямого диалога и анализ истории чужого успеха. Здесь учат работать в команде, отвечать на острые вопросы и принципам успешного публичного выступления. Это только 2-я из 7 таких планирующихся образовательных площадок. Зелимхан Калоев, Султан Булгучев, Новости 24.